Не нужна ваша помощь. На деньги показывайте нам. Вот. Давайте. Помощь. Надоели. Помогали нам, когда Надоели вы нам. нужна была помощь. Надоели. На этих кадрах видно, как спецкор «Новой газеты» Елена Милашина буквально врывается во двор чужого дома. Несостоявшаяся встреча с Луизой Гайлабиевой заканчивается очередным скандалом. Ее действия можно рассматривать как нарушение в соответствии со статьей Уголовного кодекса 139, часть 1, незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающих в нем лиц. Незваных гостей вежливо попросили покинуть дом. Создается впечатление, будто журналистка намеренно провоцирует членов семьи Гайлабиевых на конфликт. Я буду приезжать тогда, когда захочу, и столько раз, сколько захочу. Мы от вас устали, пожалуйста, езжайте, больше не приезжайте. Командировка Милашиной в Байдарки закончилась скандальными заголовками интернет-изданий, как будто так и было запланировано. Буквально через несколько часов после своей встречи с семьей Гайлабиевых на страницах «Новой газеты» появилась очередная заметка, где говорится, что жизни корреспондента угрожает опасность. Якобы на обратном пути из села Милашину остановили полицейские и постовой службы, командированные в Чечню из Сибирского округа, и предупредили ее о большом внимании к ней со стороны местных полицейских. В Министерстве внутренних дел республики сразу ответили на это заявление, сообщает пресс-служба МВД. Мы настоятельно просим сообщить, сотрудники какого именно поста посоветовали ей внимательно следить за личной безопасностью. В противном же случае нам придется обратиться в суд за распространение клеветы. Отправившись на пост у въезда в Нажаюрт, где, по словам Милашиной, ее и оповестили о повышенном интересе со стороны местных силовиков к ее персоне, так и не удалось установить, кто этот загадочный доброжелатель. Старший постовой, представившись Дмитрием, отказался говорить на камеру, но сообщил, что никогда не видел и не знает Милашину. Более того, никаких предупреждений с их стороны не было. Предстоящая свадьба руководителя Нажаюртовского ОВД за пару недель стала одной из самых обсуждаемых тем в медиапространстве. Елена Милашина в своей статье представила псевдоисторию о несчастной судьбе юной девушки, которую насильно ведут под венец. Сценарий индийского фильма, выдуманный корреспондентом «Новой газеты», подхватили другие любители громких заголовков. Действия Елены Милашиной в отношении Гайлабиевых юристы рассматривают как нарушение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Статья 128, часть 1, клевета, и 137, часть 1, нарушение неприкосновенности частной жизни. Ответить за свои действия перед судом спецкору «Новой газеты» все-таки придется, отмечают родственники девушки. Луиза Гайлабиева подала заявление в прокуратуру. Принятие мер по опровержению публикации корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной и защите чести и достоинства ее семьи, которое будет рассмотрено в установленном законном порядке. По результатам рассмотрения данного обращения и в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Мы связывались с руководителем пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой, чтобы выяснить, какую оценку дали в руководстве издания действиям Елены Милашиной. В беседе пришли к тому, что все-таки придется выносить спор на рассмотрение общественной коллегии по жалобам на прессу. Если у вас есть какие-то вопросы профессионального или там этического характера, у нас в Российской Федерации есть такие институты, есть комиссия по делам прессы, вы можете туда обратиться. Между тем, глава Чечни в своем инстаграм с изрядной долей иронии отозвался о повышенном внимании прессы к истории со свадьбой. Любви все возрасты покорны. Многие знают Виктора Ерофеева. Умный, мудрый человек. Жена младше на 40 лет. А Андрей Кончаловский старше супруги на 36 лет. Владимир Шаинский всего лишь на 41 год. Градский на 33 года. Гордон на 30 лет. Дибров на 31 год. А всеми любимая Алла Пугачева взяла себе в мужья Максима Галкина, который младше на 27 лет. И счастливы. Никого это не возмущает. Никто не требует проверок от Следственного комитета и прокуратуры. Брак между Гучиговым и Гайлабиевой является законным и согласно статье 13 Семейного кодекса Российской Федерации. Разговор о том, что якобы в Чечне нарушили закон, опроверг в своем интервью уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Он отметил: в Семейном кодексе есть статья, что в исключительных случаях нижний предел устанавливается региональными властями. В Чечне 17 лет, в Башкортостане 14 лет, в Московской области 16. А вообще Конституция запрещает вмешиваться в личные дела граждан. Попытки восстановить подмоченную репутацию не увенчались успехом. Более того, специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной скоро придется отвечать за свои слова и действия перед судом. В доме Гайлабиевых ее никто не ждал. Более того, несколько раз вежливо попросили покинуть территорию частной собственности, где сейчас готовятся к важному событию – свадьбе дочери. Зура Саламова, Дауд Куруев. Новости.